время новостей в студии Луиза Хатуева и вот чем запомнился уходящий день. Триумф чеченских спортсменов. Представители клуба «Эдельвейс» одержали победу в клубном чемпионате России по дзюдо. Большая стройка в самом разгаре. Подвесной потолки швидко не на месте. Как изменился Шаройский район в материале нашего корреспондента. Бизнес на милосердие или безвыходное положение? Что говорит о попрошайничестве законы и чеченские традиции? Триумф чеченских спортсменов. Представители клуба «Эдельвейс» одержали победу в клубном чемпионате России по дзюдо. Соревнования проходили в республике впервые. В турнире принимали участие именитые спортсмены со всех уголков страны. Рамзан Керимов с подробностями. Первый в истории республики клубный чемпионат по дзюдо собрал в Грозном сотни лучших бойцов и болельщиков из разных уголков страны. В качестве почетного гостя на трибуне Рамзан Кадыров. Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров передал Кадырову памятные подарки от имени президента Федерации и благодарственные письма. В свою очередь глава республики выступил перед спортсменами и пожелал им удачи. Спорт всегда занимал особое место в политике нашего президента и именно реализация курса ведущим спортивным центром страны. Отметим, что Пермский город является самым видом одного. Поэтому мы предлагаем все усилия для этого вида спорта. У нас есть профиль в этом направлении. Предметом особой гордости является спортивный клуб «Эдельвейс». Своей яркой победой его я благодарю всех, кто вел состав организации проведения этого турнира. Желаю участникам удачи и честной борьбы. В 1/4 финала представители «Эдельвейса» вышли против тюменского клуба «Боец». Чеченские дзюдоисты не оставили шансов сопернику, разгромив их со счетом 5-0. Уже в полуфинале нашим бойцам противостояли спортсмены из Нальчика, представляющий клуб «Грин Хилл». На этот раз уже в тяжелой схватке бойцы «Эдельвейса» одержали победу со счетом 3-2 и вышли в финал. В свою очередь команды Евара Нева из Санкт-Петербурга и «Грин Хилл» из Нальчика, не пробившиеся в финал соревнований, в борьбе за 3-е место одержали победу над соперниками и забрали бронзу чемпионата. Высокий уровень организации соревнований отмечают почетные гости и болельщики, для которых клубный чемпионат стал настоящим спортивным праздником. Накал борьбы, который показывают вот эти ребята, это ближайшее будущее нашего российского дзюдо. Мы видим, что очень интересная такая захватывающая борьба, организация на самом высоком уровне. То есть мы даже не сомневались в этом, что Чеченская республика может провести такого уровня соревнований, даже более высокого. На высшем уровне организовать на турнир. О, хазина, да, хаз праздник, да, если где-то проводились такие мероприятия на высшем уровне, это самый хороший уровень считается. Спасибо за организацию. Спасибо президенту Федерации дзюдо Республики Чечни и также однозначно президенту республики. В финале клубного чемпионата от команд фаворитов «Эдельвейс» и «Новый поток» выступают по 5 участников. Чеченские дзюдоисты начали уверенно, одержав 2 победы к ряду. Тюменцы опомнились лишь к 3-му поединку и сумели одолеть соперников в 2 схватках, но это им не помогло. Итоговый счет 3-2 в пользу «Эдельвейса». Команда впервые в истории становится триумфатором клубного чемпионата страны по дзюдо. Победителей награждает лично Рамзан Кадыров. По словам представителей клуба «Эдельвейс», победа на чемпионате стала результатом интенсивных тренировок и поддержки со стороны руководства республики, которое создает все условия для занятия спортом. Было очень сложно, конечно, все соперники очень сильно. Организован турнир на очень высоком уровне. Хочу выразить благодарность большую Рамзану Ахматовичу Кадырову за развитие спорта в целом в регионе.
Рамзан Керимов, Мансур Саев и Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. В Шаройском районе продолжается масштабное строительство. Здесь ведется возведение новых социальных объектов, реконструкция старых домов, а также обновление коммуникаций. По словам строителей, большая часть работ уже выполнена, а значит и недолго осталось до официального открытия района в его новом виде. Лариса Джабраилова продолжит. Погода здесь меняется по несколько раз в день, однако строительство не останавливается ни на минуту. Совсем скоро в Шаройском районе появится Дом культуры. О дате окончания работ специалисты не говорят, но уверяют, объект будет сдан в срок. Тахан чур штукатуркшия, что полностью. Тахан yola или канда обеда yola юрилшу. Так, тхоу канда булуш. Вот чур отопление и на. Так, подвесной потолки, швидко решаем, хай, они на месте, инцбелхой, хабяхкан, дахи тошлу. Это амбола бежду, да, мула. Трех сменка хватит, да. Хер волк дойч, ох волкан, хер дом культур, ох мах, хазмах бухар. Вы президентом девре згуил. Хай хирик дует, это амдах что-то. Помимо Дома культуры в Шаройском районе впервые появятся детские сады в Химое и Кинхи. Их строительство также близится к завершению, а возведение районной больницы с дневным стационаром только началось. Помимо появления новых рабочих мест, эти объекты позволят сделать жизнь местных жителей более комфортной. Под Дом культуры, спортзал, зал. Масштабное строительство в Шаройском районе началось после его посещения главы республики. По поручению Рамзана Кадырова был создан оперштаб под руководством министра сельского хозяйства Мусы Дадаева. По его словам, внести коррективы в сроки сдачи объектов могут только погодные условия. Уже дано поручение, что провели проектно-сметный документ по проводу газопровода. Но по низменности, по ущелью, если мы будем проводить, то это уже опасность сходы селевого потока, обвал дорог, потом трубы будут нарушены, газификация. Так что проект, скорее всего, будем прокладывать через высокогорье. В рамках года Шаройского района здесь также построят стадион с искусственным покрытием, восстановят Аварский культурный центр. Кроме того, построят мечети и восстановят дороги. Работа в этом направлении уже ведется. Лариса Джабраилова, Адам Чекуев и Луиза Юнусова. Новости. В Шатойском районе продолжается реконструкция дороги на 61-м километре трассы Грозный-Тумкали. Пострадавшее после оползней дорожное полотно протяженностью 200 метров сейчас восстанавливают и расширяют. Пока проезд автотранспорта осуществляется через село Горгачи. Ведется расчистка участка дороги и у Вашендаройского моста. Ниже оползневого участка планируют построить мост. Также продолжаются восстановительные работы на 48-м километре трассы Грозный-Шатой. Проезд через Ярышмарды будет использоваться до окончания работ. Мы взрывали пару месяцев назад. Завтра или послезавтра опять будем взрывать. С утра до вечера, как вы видите, работаем. Экскаватор, бульдозер, бобеш, В Шелковском районе тоже готовятся к открытию обновленного участка дороги. Здесь ведется ее реконструкция. Из-за многолетней эксплуатации дорожное полотно сильно пострадало. Большие ямы препятствовали спокойному передвижению. Впрочем, она доставляла неудобства как автомобилистам, так и местным жителям. Теперь проблема будет решена. Дорогу оценила и Луиза Баснукаева. Участок дороги в Шелковском районе долгое время оставался в плохом состоянии и создавало неудобства для жителей и гостей республики. Зачастую приходилось искать объездные пути и тратить время в дороге. Теперь проблема решена. курсе поставить вечер. Нех халвон шуэлч. Хил сабо ваймах бош бол турист шбелах. Хич субъект шкарнаха он угор халах жаловаться дешел меттигер дейл резхл алас он Рамзан Ахматович на ход ахтергоин рбох байтерна рбох бин болч белхлашна угор халах так министр
тергоешь, теош, так, ёл качество, вентан гушью. Изначально планировалось заасфальтировать 32 километра дороги, но для удобства местных жителей было принято решение асфальтировать весь участок. Тем более, что здесь проезжает и транзитный транспорт. Большие грузные машины. Теперь поездки по этой трассе стали намного комфортнее. К этому же автомобилисты могут не опасаться за состояние своих машин. Официальное открытие еще не состоялось, но местные жители уже оценили качество новой дороги. Новую трассу положили Каргалинус до Жуковского, и стало легче ездить намного, чем в прошлом году. И лучше. Луиза Баснукаева, Халид Мавсаев. Новости. Их можно встретить где угодно и когда угодно. Попрошайки на улицах столицы стали обыденным явлением. Понять, кто из них действительно нуждается в помощи, а для кого это стало образом жизни, понять нелегко. И часто люди дают милостыню, чтобы купить собственное душевное спокойствие, особенно когда просят дети. Это, кстати, запрещено не только законом, но и чеченскими традициями. Подробности у Таисы Борщиговой. Попрошайничество – весьма распространенное для больших городов явление. Пенсионерки, заплаканные женщины, даже мужчины просят милостыню на рынках, вокзалах, около торговых центров и прямо на дорогах. К сожалению, встречаются среди них часто и дети, причем именно чеченские. Мало кто скажет, как их зовут, но в лицо узнает каждый. Практически все они буквально выросли на проспектах и улицах Грозного. В их числе и этот уже молодой парень, для которого просить у прохожих превратилось в работу. Эти ребята сегодня даже не просят, а скорее требуют подаяния. А жители, в свою очередь, дают деньги уже не из жалости, а по принципу лишь бы отстал. Многие, подавая милостыню, думают, что это мелочь и ничего не решает. Однако, если посчитать, а давайте посчитаем. Например, если около 100 человек в день будут давать попрошайкам по 10 рублей, то в месяц получается 30 тысяч. Если они будут давать по 50 рублей, то 150. Ну а если самые щедрые жители Грозного решат давать по 100 рублей, то попрошайка в месяц зарабатывает 300 тысяч рублей. И это только протянув руку. Давая им деньги, люди поощряют сам факт попрошайничества. Именно отсутствие осуждения со стороны жителей республики способствует увеличению количества просящих на улицах нашего города. Однако стоит отметить, есть и те, кто принципиально отказывается давать подаяние этим ребятам, понимая, что это не вынужденная мера, а легкий способ заработать. Мне кажется, что если бы мы все просто договорились и перестали бы давать эти деньги, то этих попрошаек просто не было бы в нашем городе. Помимо детей-попрошаек, на улицах также можно встретить и ребят, которые зарабатывают, перепродавая различные товары в зависимости от сезона. Магомед переехал из Баку в Грозный 7 лет назад вместе с семьей. Выучил уже чеченский. В свои 14 лет он в день зарабатывает 1000 рублей, покупая на Беркуте и продавая на проспекте жвачки. Я их вижу, на них место, я стесняю, они когда просят. Я никогда этого не делаю, я только продаю, работаю. Все же он ребенок и в таком возрасте должен жить беззаботной жизнью. Все заслуживают счастливого детства, и сделать его таковым обязаны родители. Но, как мы видим, некоторые из них предпочитают, чтобы дети обеспечивали их. И им не важно, к какому будущему это приведет. Законом запрещается детский труд, как и просить подаяние. Только с начала этого года сотрудниками правопорядка проведено более 300 рейдовых мероприятий. В результате в территориальные органы доставлено около 100 несовершеннолетних детей за бродяжничество и попрошайничество. Родителями проведены воспитательные беседы, но они, как и угроза лишиться права на ребенка или получить штраф, их не останавливают. وتشي بولشان دون الساعة ديوخش بويسه واشتاق ديوخش برشخل قيوة ما ألر دون حل تعجم يزمشين خلشي زبرا كحكيش حكيش حات إودي وشي أسرد وجدو جواتك ويتي عهد ويتي عت إكتا حق أولي دون إشت أخش دوخش برشخل طيب نبوش ساعة ديوخش وين حقو شو ألر دام ويتي كدا وغاوي تناخ ملوش بوحوسي قتير هو أهتب وهدو هدات действительно ساعة دخل قلدل دوتي غير حل قالش خنا إيش تقلدل حل دوش بس تكريمكم بدلش
Попрошайничество именно в таком виде, превращенное в работу, осуждается не только законом, но и религией. В исламе недозволено просить подаяние без острой необходимости, как и способствовать распространению этой общественной болезни. Ведь эти люди имеют возможность работать, но не хотят. إذا هو دين أحساد ولشتو فيغمر موبو عليه الصلاة والسلام قيش حديث ياها اليد العليا خير من اليد السفلى لقركيجا إذا دزدهم بو لقركيجل لقركيج ملقدو يوخش دقودو أشتك لقرخل أتصن ساغن هم وحيولشتك إذا لقركيجل اللقركيجا سيلاح دوهم بو فيغمر عليه الصلاة والسلام أتصو وين هو قيت ألشان أتص آية حديث سوء إشت معنا قاعد يحكن دول قيش حديث شوين هو يتالشة بوصل بستجا بلغ ولش نيقع ولش ليليش كيرتولش ليلوش دغني دولش رزقنا شين بحناش ليلوش خلوي شويس صارنا بلغ ولش نيقع ولش سو بيزربوتني وبوخش بيش بالغ بوتش حيوش قادوتش ناغي ساردوش وول الليلش خلوي شويس إسنول تجا أهم ناغن بو إشي چارنا تسويس إشي چارنا تسويس هون تسويس ألش الله دال تسويس. Есть категория людей, имеющие право просить подаяние. Это те, которые действительно живут в полной нищете, имеют большие долги или не способны работать. ساغن هم لوچخيناها خاديز وين يخها وشويلا يشيلا ديوشيك انتويلا حلول غويلا هوقت امو ناخن دخ بوغ مش مبينا دخو بايش دوي حول نو عملو تسخوش ادوغ تسخوش يتصدوغ تسخوش شاحن لو تسخوش نير ناغن اخشنشتول چولا شيكوباحلو شيكوباوي غويزسن غيلچون لو مسكچون لو دير دا داويلا دا نانا دا دل بوغبسندل بايش لو يحن دوغ خوش زل حاجه الدو أها حشد دين الدوخ شون أعيلاها شو الزاخر دوحة أعلق بيامر حديثي عليه الصلاة والسلام مو خير دو ألشة هاي جرجر ولش حشد ولش ول تجن أعدل شو الزاخر دون ألا حل غيرنك تحسه خدو ألش أحساغن هم الميل خربون هاي جرجر شون يلشة يجرجل وش أخضر شول غيال خير يهون ألا. Помимо всего перечисленного, груз ответственности на жителей нашей республики должен возлагать и тот факт, что они чеченцы, представители народа, который даже в самые тяжелые годы поражал тем, насколько достойно проходил все испытания. И сегодня, когда в регионе созданы все условия и делается особый акцент на традициях и обычаях, воспитывать в подрастающем поколении иждивенчество крайне недопустимо. Кроме того, именно эти дети наиболее подвержены риску перейти тонкую грань и из попрошаек превратиться в преступников. Таиса Барщигова, Адам Чекуев, Тимур Хайдаров. Новости. Водоканал Грозного информирует жителей столицы. Плановое отключение водоснабжения переносится на 7 августа. Связано это с проведением крупных мероприятий в столице. В воскресенье с часа ночи ровно на сутки будет прекращена подача воды. Ограничения коснутся центральной части города, а также Октябрьского, Ленинского и Старопромысловского районов. Столичная мэрия призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендует запастись водой. Чтобы избежать отключений в столице в летнее время, ведется строительство резервуара для воды. Он будет вмещать в себя 5000 кубометров. Это позволит обеспечить горожан бесперебойным водоснабжением. Розана Цымаева продолжит. Строители уже приступили к возведению каркаса под основание резервуара. Его высота составит 6 метров. К концу августа планируется сдача данного объекта. Мы запланировали построить бетонный резервуар. Обслуживать резервуар будет водоканал города Грозного. С наступлением лета расход воды увеличивается в разы. Это нередко приводит к поломкам водонасоса. Строящийся резервуар призван решить эту проблему. Падает дебит воды в речках, родниках. И определенный период времени у нас создается нехватка воды. И на всасывающем коллекторе насоса захватывает воздух и создаются кавитационные движения, что губительно для насоса, и он может выйти из строя преждевременно. Строительство данного резервуара поможет нам избегать этих кавитационных движений, потому что в любое время будет запас воды.
Резервуар будет вмещать 5000 кубометров воды. С его вводом жители центральной части столицы будут обеспечены бесперебойным водоснабжением. Розана Цамаева, Мансур Саев. Новости. В Грозном открылась выставка известной российской художницы Ксении Исоповой. Около 60 картин объединены в общую экспозицию под названием «Через Запад на Восток». Автор использует различные техники живописи. Каждая картина передает глубину цвета и настроения. Поздравить Ксению с открытием выставки пришли любители живописи, представители Министерства культуры и Союза художников Чечни. Работы девушки не раз выставлялись во многих музеях. В чеченской столице автор выставляет свои картины уже во второй раз. Одну из своих экспозиций под названием «Азан» Ксения Исопова подарила музею. Эту картину она написала под впечатлением от предыдущего визита в Грозный. Выставка продлится до 20 августа. В Сочи прошли поединки боксеров за титулы чемпионов по нескольким версиям. В рамках вечера на ринг вышел и наш спортсмен Рамзан Байсаров. Он встретился с Павлом Мамонтовым из Барнаула. В течение боя чеченский боксер удерживал преимущество, но досрочно завершить поединок не удалось. Тем не менее, по итогам боя Рамзан Байсаров завоевал титул чемпиона Евразии по версии WBC. Единогласным решением судей чемпионом WBC Евразии становится Рамзан Байсаров! Рамзан Байсаров одерживает свою 7-ю победу на профессиональном ринге, завоевывает свой первый титул версии WBC Азиатско-Тихоокеанского боксерского совета. Ну а в главном бою вечера за титул чемпиона Европы по версии WBO на ринг вышли боец из Новороссийска Вараздат Черников и боксер клуба «Ахмат» Аптиус Тарханов. Наш земляк смог отправить противника в нокдаун в 8-м раунде, но бой был продолжен. По окончанию всех раундов поединка судьи единогласно определили победителя. Победу единогласным решением судей одержал и стал чемпионом Европы по версии WBO Аптиус Тарханов! Поздравляем Аптиус Тарханова с заслуженной победой. Он обладатель титула чемпиона Европы по WBO. Терек готовится к новому футбольному сезону. Уже завтра грозненский клуб принимает «Крылья Советов» из Самары. Игра пройдет на Ахмат-арене. О том, что встреча будет интересной, свидетельствует и тот факт, что Терек пополнили 4 новичка. О том, как готовятся к предстоящей игре чеченские футболисты, расскажет Магомед Ламаркаев. Сегодня Терек является стабильной командой при сильном тренере и вправе рассчитывать на высокие места. Таково мнение экспертов. Проводя в общем 3 сбора в Италии и Австрии, грозненцы хорошо подготовились к старту сезона. В отличие от ближайших оппонентов, грозненский клуб усилился новыми футболистами. Один из них – правый полузащитник Габриэль Торже. Игрок сборной Румынии за свою карьеру сменил 9 разных клубов. Он успел поиграть в Италии, Испании и Турции. Называвшийся в свое время румынским Месси, 26-летний правый хавбек надеется оправдать ожидания и раскрыть свой потенциал в РФПЛ. Коллектив замечательный, команда очень хорошая. И я бы хотел добавить, что город мне тоже понравился. То, что был восстановлен в такие кратчайшие сроки, меня очень удивило. Все тут новое. Я сделаю все возможное, чтобы адаптация хорошо прошла. Никаких проблем пока что нет. Ежедневно футболисты Терека почти в полном составе, кроме травмированного бразильца Адилсона Варкина, упорно готовятся к первому туру чемпионата России. Тренировки направлены на выработку технико-тактических действий. Грозненской команде предстоит встретиться с не самым удобным для себя соперником – Крыльями Советов из Самары. В прошлом году они финишировали на 9-й строчке турнирной таблицы, а грозненцы на 7-й. Фаворитом встречи эксперты называют Терек, но как сложится ситуация завтра, покажет поле. Первые 2 сбора проходили в Австрии, и на них закладывался физический фундамент. Было много работы над физикой, и было в день по 2 тренировки, и некоторые из этих тренировок длились по 3 часа. А в Италии больше была работа через игру, была подготовка над тактическими различными схемами. Тем не менее, уже сейчас, наверное, можно сказать о том, что мы хорошо готовы физически к чемпионату и рассчитываем, что будем через игры, то есть от одной игры к другой прибавлять и набирать форму.
Главный стадион республики Ахмат-Арена к проведению официальных матчей чемпионата России полностью готов. Уже завтра в 20:30 он примет первый матч Терека в нынешнем сезоне. Главная задача – завоевать 3 очка. По статистике встреч в 8 последних матчах против «Крыльев» Терек побеждал только дважды. Несмотря на это, подопечные Рашида Рахимова настроены оптимистично. Ведь задача попасть в Еврокубки по итогам сезона руководством клуба уже поставлена. Футболисты, в свою очередь, призывают на помощь 12-го игрока, то есть болельщиков на трибуны. Магомед Ламаркаев, Адам Чекуев и Зелим Закаев. Новости. А это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание.